В эфире телеканала «Якутия-24» программа «Актуальное интервью». До начала Кубка мира по вольной борьбе осталось не так много времени. Он стартует 16 марта. Впервые после 8-летнего перерыва Кубок мира проводится в России и именно у нас, в Якутске. Готов ли регион встретить именитых спортсменов и обеспечить достойный уровень проведения соревнований? Мы узнаем об этом у заместителя министра спорта Якутии Александра Бугаева. Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы выделили время ответить на наши вопросы. В эти выходные глава региона СН Николаев ознакомился с ходом подготовки к Кубку мира. Главной ареной схваток станет Центр спортивной подготовки «Триумф». Готова ли площадка к состязаниям? Добрый день. Да, действительно, минувшую субботу глава осмотрел объект, весь объект, и по итогам провел заседание организационного комитета. Но тут я хочу отметить то, что вообще в истории якутского спорта это самые крупные официальные соревнования именно по вольной борьбе. Поэтому ответственность возлагается очень большая. И мы, вот как проводящая сторона, должны тоже очень серьезно подготовиться. И в настоящий момент в самом центре уже на стадии завершения ремонтные работы. В основном это большая работа проделана в общежитии, в гостиничном комплексе. Там меняется полностью мебель, белье. И, конечно же, по всему комплексу проведена в основном косметический ремонт, покраска. Поменялась на большой арене прожектора, лампы. Меняются некоторые оборудования системы охраны, безопасности. Поэтому сегодня уже эта неделя уже завершается. Тем не менее, во время осмотра «Триумфа» Николаев дал ряд поручений. Успевают ли их выполнить к началу соревнований? Да, в основном Александром Сергеевичем было отмечено, остановился он на таких моментах, как обеспечение безопасности во время проведения самого турнира, а также на места парковки для автотранспорта и на оформление города в целом. Оформление города, чтобы сразу, как говорится, с аэропорта, чтобы наши гости уже ощутили всю эту ауру именно проведения Кубка мира в городе Якутске. А как вы и сказали, в Якутске это первый такой масштабный проект соревнований. Черпали ли опыт у зарубежных коллег или по стране что-нибудь интересное подчеркнули для проведения именно у нас в Якутске? Да, конечно. В целом, это официальное соревнование идет, главным организатором является Объединенный мир борьбы, это Международная федерация спортивной борьбы мировой, UVV. И, конечно, все технические требования именно по проведению, они предоставляют они. И, конечно, город Якутск, мы тоже имеем определенный опыт по проведению крупных мероприятий. Это начиная от международных спортивных игр «Дети Азии». Мы провели несколько чемпионатов мира и по другим видам спорта. Несколько раз провели чемпионаты России по вольной борьбе, поэтому определенный опыт есть. И единственное, по требованиям, это вы, наверное, уже знаете, утвержденный брендбук, основная определенная стилистика, и все должно идти именно по определенному брендбуку. Кстати, о ней мы поговорим чуть позже. А как планируете организовать парковочные места для делегатов? Ведь вопрос парковочных мест в Якутске в целом стоит довольно остро, при проведении таких международных соревнований это наиболее актуальный вопрос на сегодняшний день. Да, действительно, наше население, якутяне очень любят спорт, в особенности вольную борьбу, поэтому зрителей очень много будет, и в связи с этим, места парковок для населения, для зрителей определены. Это, площадка перед Мусхая, там пустырь, и еще вторая парковка будет за мостом, возле озера, за мостом. А сколько всего спортсменов примут участие в соревнованиях? Уже ли известен состав сборной России? Тоже интересно. Да, по положению соревнований состав сборной команды по 20 человек, 10 весовых категорий и 10 человек это на замену. И на сегодняшний день все команды, 8 команд, все дали подтверждение, отправили заявки, но составы, кто-то везет полный состав, 20 спортсменов, кто-то поменьше, это уже на усмотрение самих команд. Но я повторюсь, в Кубке мира участвует 8 сильнейших команд мира, это которые по итогам чемпионата мира не отобрались, поэтому соревнования будут очень интересные. На сегодняшний день предварительный состав сборной команды России есть.
Они сейчас вот буквально сегодня завершают очередной этап учебно-тренировочных сборов в городе Сочи. И буквально завтра, послезавтра вылетают в Болгарию на международный турнир «Дан Колов». Значит, и главный тренер сборной России Дзамбалат Тедеев вот, по итогам данного международного турнира в Болгарии. И еще будет в начале марта последний этап сборов. Вот по итогам вот этих двух мероприятий он уже утвердит окончательный состав сборной России. А как вы считаете, наши якутские спортсмены смогут ли попасть в сборную, если состав еще не утвержден окончательно? Значит, в данный момент в составе сборной России на сборах проходят 3 наших борца. Это, значит, Ариан Тютрин, Эдуард Григорьев и Виктор Осадин. Ну, Эдуард Григорьев и Ариан Тютрин, они отобрались по итогам чемпионата России прошлого года и по итогам международного турнира серии Гран-при Иван Ярыгин. И кандидатом еще является вот Виктор Осадин, весовая категория 65 килограммов. И да, наши якутские борцы, вот из этих 3 ребят должны попасть обязательно в состав. То есть с уверенностью можно сказать, что спортсмены от Якутии выбраны будут. Более чем опытные. А где будут проживать спортсмены? Как организовано питание? И тоже интересно, какая культурная программа будет предусмотрена для гостей? Значит, участники у нас будут проживать, во-первых, это гостиничный комплекс самого центра «Триумф», а также в гостинице «Тыгындархан». И, значит, на сегодняшний день вот весь маршрут, начиная от аэропорта до мест проживания и до мест проведения соревнований, уже утверждены схемы, маршруты. Значит, питание будет организовано на месте, значит, по системе шведский стол. Это такие требования. То есть, да, на выбор будет предоставляться, потому что составы команд различные, вот Иран, Япония, различная кухня, да, азиатская кухня, европейская кухня. Поэтому все это мы учли. Меню на сегодняшний день уже утверждено, можно даже сказать. Спортсмены голодными не останутся. Да, практически на каждую команду с учетом их кухни национальной. И вот уже, да, места, там же на месте проживание будут питаться. Отлично. Александр Николаевич, а известно ли, кто из знаменитых спортсменов из-за рубежа приедет к нам на кубок? Известно, да, на сегодняшний день я вот могу отметить нескольких людей, да, допустим, вот из команды Ирана, вот самая вот большая весовая категория 125 килограмм, к нам приедет Камил Гасими, это, значит, в данный момент самый титулованный спортсмен в составе команды Ирана. Он был, значит, дважды бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года и 2016 года. Также в составе Турции, я думаю, что для наших якутских зрителей интересно будет понаблюдать за спортсменом, значит, Чингисхан Эрдоган. Это в прошлом борец России, он поменял гражданство, вот уже который год, и сейчас выступает за команду Турции. Я думаю, тоже вот нашим зрителям будет интересно за ним понаблюдать. Очень хороший состав везут. Ну, практически все команды, они очень сильным составом едут, да. Вот в составе, допустим, команды Грузии Дато Марсагашвили, это тоже большая весовая категория, он тоже является призером чемпионата мира и Олимпийских игр. Из Монголии тоже очень сильные ребята едут, призеры чемпионатов мира, чемпионы азиатских игр. Поэтому состав будет сильный и очень интересно будет посмотреть, понаблюдать за всеми поединками. Вот мы не так давно затронули вопрос общей стилистики и атрибутики. Так все же, какие особенные атрибуты готовят организаторы и кубка, так скажем, для болельщиков и любителей борьбы? Да, вот объединенные миры борьбы, каждое вот крупное мероприятие, они имеют свой стиль. Если вот вы заметили, да, вот именно стилистика брендбук Кубка мира, он такого, ну, зеленого такого оттенка, да, и то есть вся атрибутика, и наградная атрибутика, и оформление города вот под общую стилистику пойдет. Значит, ну и тоже вот для зрителей я хочу сказать, что первый день перед финалами, после обеденной программе, для каждого зрителя будут розданы вот именно атрибутика Кубка мира. Мы немного вскользь прошлись по вопросу культурных мероприятий. Так все же спортсменов, гостей из других стран и из России тоже, какая культурная программа будет ожидать? Чем мы сможем удивить приезжих гостей? Я думаю, что для наших гостей будет все-таки интересно, да, ознакомиться. Многие приедут первый раз в Якутск. Кто-то вообще впервые, наверное, увидит снег, да.
и поэтому мы Как тоже на играх организаторы- Дети Азии Да, спортсмены из Таиланда. да, поэтому мы, организаторы, тоже этот момент учли и тоже по культурной программе готовимся. Будут организованы, значит, туры, допустим, вот на Ленские столбы для желающих. Да, самое каждый главное, день, да, Ленские достопримечательность, столбы, конечно. да. И, конечно же, вот в черте города, на наших достопримечательностях, вот Вечная мерзлота, музей Мамонта, музей Камдрагмета, то есть все вот культурная программа, да, по маршруту утверждена, и мы покажем максимально для наших гостей нашу культуру, быт, достопримечательности города Якутской Республики. В рамках пресс-конференции был презентован логотип и экипировка волонтеров. Сколько волонтеров будет задействовано в целом во время Кубка? Во время Кубка будет задействовано 100 волонтеров. Да, и вот на пресс-конференции презентовали форму. То есть каждому волонтеру будет у них специальная спортивная форма фирмы Nike, бейсболка, рюкзак, ну и вот атрибутика. И, конечно же, эти волонтеры, они все распределены, у каждого своя зона действия, зона ответственности. Будут отдельные волонтеры на местах проживания, на местах питания, при транспортной комиссии будут закреплены за каждым автобусом, да, то, что тоже немаловажно. Ну и самая, конечно, ответственность будет, на мой взгляд, идти на волонтеров атташе. Это закрепленные со знанием языка, да, вот приезжающих команд, они будут от атташе постоянно с утра до вечера, скажем так, будут сопровождать вот наши команды. И, конечно же, большая ответственность тоже на них будет возложена. А вот по аналогии с Кубком мира по футболу, ожидается ли большой поток зарубежных болельщиков? Ну, мы тоже этот момент стараемся учесть, но сегодня я точно не могу сказать, сколько. Ну, будут, конечно же, гости из территории, из самой России, да, вот из Кавказского региона, Северо-Кавказа. Ну, вот где в состав сборной команды, вот какие субъекты России попадут, я думаю, вот оттуда будет большое количество гостей. Ну и думаем, что Соединенных Штатов и вот с Японии будут, с Монголии будут гости обязательно, конечно же, самостоятельные, которые вот фанаты, любители своих команд, будут болеть за свои команды. Александр Николаевич, спасибо вам огромное за интересную и занимательную беседу. А я напомню, что в гостях у нас был заместитель министра спорта Якутии Александр Бугаев. Мы обсудили тему подготовки к Кубку мира по вольной борьбе. Вы смотрели актуальное интервью. В студии работал Василий Радченко. Оставайтесь на телеканале Якутия 24.